Так, я в эфире. И я так понимаю. И это все. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех, друзья. Сегодня 12 июля 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. Сейчас 21:01 по Берлину, соответственно 22:01 по Джохару. Приветствую вас, друзья. Так. У нас снова душно, у нас снова жарко, как у вас. У нас как обычно. Если жарко, то очень жарко. Так, леди Машойль, Аслан, все остальные, Дейли, Салам, Машалхуй, леди Машойль, Ури, ва алейкум ассалам, Фриман Антипудиз, добрый вечер всем соратникам по борьбе с империей зла. Добрый вечер, Машойль, Фриман. У нас холодно, говорит леди. Да, в России холодно, боже. Я тебя так шифрую, чтобы никто не знал, где ты. Так. Сегодня я хотел бы, как найти, ассаламу алейкум, ассалам, всем приветствую наших друзей, ва алейкум ассалам, как найти Машоль. Сегодня я бы хотел бы снова обсудить проблему, ситуацию, возникшей в Украине. Ситуация не очень хорошая. Сейчас, правда, она в режиме паузы, режиме ожидания находится эта ситуация. Ну и вот проблема не решена. Проблема не решается, и максимально нужно привлекать. Есть резонанс по этому поводу. Внимание общественности привлечено. Но, по всей видимости, так слишком сильно надо выдворить чеченцев, как людей, которые мешают, на мой взгляд, мешают к оккупации Украины, для подрыва морального, боевого духа защитников Украины. Вот устроили вот такой вот репрессии устроили. Давайте об этом поговорим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья, говорит Робин. Ва алейкум ассалам. Всем привет из Литвы. Вардас Паварде, приветствую. Литва. Вардас, приветствую вас. Как найти? А те ребята, которые не в батальоне, но которые в этом списке, они могут спокойно покинуть Украину. Ну, некоторые нет. Некоторые нет. Кто не в батальоне. Есть, например, такой человек, как Асламбек Амагов. Этот человек не воевал против, в этой войне, русско-украинской войне, он не принимал участие, но он занимался волонтерством и меценатством, волонтерством, когда ковид возник, когда вот помощь нужна была на фронте, человек оказывал. И это в суде доказывается. Я вам сейчас покажу по этому поводу видео. Оно буквально несколько минут, давайте послушаем. Как раз это суд над Асламбеком Амаговым, с которым я лично неоднократно общался, который не является никаким вором в законе или каким-то криминальным авторитетом. Также он не является агентом или засланным человеком от российских спецслужб. По моим данным, я проверял, я общался с этим человеком. Как выяснилось, мы с ним несколько лет назад общались тоже. По другому тоже попытка выдачи Амхада Илаева, когда тоже была вот такая ситуация. Слава богу, тогда Амхада не выдали. Но, несмотря на это, сейчас репрессии начались массовые с новой силой. Когда границы Украины подтянуты войска, конечно же, и очень сильно работает агентура российская на территории Украины, конечно же, это вызывает
некоторые, не то что даже, а досаду вызывает это, досаду. Просто ты смотришь и понимаешь, ну как это так? Ну откровенно так. Ну так же нельзя. Ну, конечно, дело Украины, сливать Украину или нет, но, на мой взгляд, Украину сливают. И дело не в чеченцах. Дело во всей ситуации, которая складывается, та же коррупция, с которой не борются, уже открыто из-за границы даже обвиняют. И это препятствует, коррупция препятствует Украине продвижению в НАТО, продвижению в Европу. Мало ли что прописано в Конституции. Мало ли что погибло 15 тысяч человек в русско-украинской войне. Или там 100 человек погибло на площади Незалежности на Майдане. Мало ли. Ну вот пришли хапуги, чиновники и другие люди, которым плевать. Они не готовы убирать предыдущую вот эту криминальную, коррупционную систему. Они встраиваются в нее, идут большие потоки денег, от которых просто, наверное, не в силах отказаться эти люди. Слабовольные вот такие они. Не могут они, видите ли. Когда потоки 40-45 миллионной страны, бюджеты. Это в России все то же самое происходит. А в Украине, мне кажется, это еще более такое огульно, еще более так рьяно разворовывает эту страну. Только лишь даже на основании того, что там нету или не было на тот период, когда был Янукович, не было людей, которые переживали за Украину, которые наоборот не только не переживали, они хотели ее добить, Украину, чтобы у нее и армия слабая была, чтобы полиция, и спецслужбы и все остальное было слабым. Ну и вот мы пришли к войне, которую народ Украины выдержал, выстоял. Ну, у власти пришли вот те же самые хапуги. Например, за выдачу Тимура Тумгоева упорно ходила конкретная сумма, 30 тысяч, по-моему, долларов. Просили, и мы его не выдадим. Но нет у людей 30 тысяч долларов, понимаете? Они последние продали и вышли на эту войну, и ничего, они не грабят, они не захватывают там чужие имущества, они не мародерничают, они воюют. Если им еду дадут, спасибо, волонтеры помогут там с одеждой, с медикаментами, спасибо. Нет, своими силами. Так ведь воюют. В Украине ведь вон Муслим Чуберлоевский рассказывает. Они машины покупали, завозили эти машины из Европы, подержанные джипы там и так далее, и так далее. Для того, чтобы защищать Украину, воевать. Это рабочий транспорт, военная техника, можно сказать. И всем плевать, всем плевать. Известные такие блогеры, там, Гордон, кто у них там, Савик Шустер, кто там, Евгений Киселев, который КГБшник, его Швец КГБшником называет. Юрий Швец, который живет в Америке, он его называет КГБшник. Я нисколько не сомневаюсь, что Киселев КГБшник, а бывших агентов КГБ не бывает. Значит, он проводит свою линию. Ганопольский какой-то с «Эхо Москвы» взяли. Он там 2-3 слова в поддержку Грузии сказал, там 2-3 слова в поддержку Украины, все перетянули. И такие матерые пропагандисты а-ля либералы, которые были в России, они работают в Украине. Все отлично у этих людей. Они туда приезжают, живут, дальше занимаются своей преступной, на мой взгляд, деятельностью. Они молчат. Они молчат. Про батальон шейха Мансура молчат. Про всех молчат. Да? Вот самое, что интересное. Посмотрите, это хороший индикатор. Кто свой, кто чужой. Например, есть такой канал ОМ-ТВ. Это 100% под-русский, под-ГБшный, как и Гордон. Да? Кстати, про если сейчас не забуду, я вам буду показывать про суд Асланбека Амагова. Если не забуду, вам сейчас покажу фотографию Патрушева и кандидата в президенты Симашко, что ли, Симашко, которого поддерживал Гордон, КГБ, ну, СБУшника там своего, типа в отставке и так далее.
Короче говоря, вот такая вот ситуация. Ну ладно, сейчас тогда посмотрим про Асанбека Амагова и будем дальше обсуждать украинскую проблему. Я не хотел говорить об украинской проблеме, не хотел влезать в это все. Бог свидетель, я всегда обходил острые углы, никогда не критиковал ни Зеленского, ни Порошенко, хотя было за что обоих критиковать. Но так как это избранники, это выбор украинского народа, думаю, буду проявлять уважение и не лезть, как говорится, внутренние дела. Но тут, когда уже русские делают то, что не делают даже русские, то молчать просто я не вижу никакого смысла. Даже несмотря на то, что может кому-то это показаться, что я лезу в какие-то не свои дела и так далее. Нет, это мои дела, это касается чеченского народа. Я, как представитель этого постгеноцидного народа, считаю своим долгом защитить своих сограждан, которых Украина использовала фактически, зазывала, звала, пригласила к себе, говорила очень много хороших, лестных слов, а потом взяла и, извините. Но при всем при этом здесь стоит отметить, что украинские патриоты, очень много людей из разных слоев политического общества Украины выразили поддержку чеченцам из батальона шейха Мансура. Я надеюсь, там чеченцы по-разному защищаются, каждый как может, да, пытается. Не объединились они по разным причинам, видимо. Ну, батальон сам ведет свою защиту, они коммуницируют, между собой общаются, но каждый ведет свою защиту. Вот, например, диаспора чеченская, там, из 6 человек, фамилии я сейчас назову, чтобы... Одну минутку. Это Амагов, Шатов, Тадаев, Исаев, Саитов, Каимов. Это 6 человек. Про Тадаева я тоже сегодня скажу. Это человек спортсмен вообще, человек занимается украинскими детьми, тренирует их, вообще не нарушает и не имеет никаких нарушений. Кстати, у этих 6 человек, которых я сейчас назвал фамилии, у них есть справки от СБУ, Службы безопасности Украины, из МВД, из других органов, что к ним нет никаких претензий со стороны правоохранительных органов. Вот у Амагова, они у меня все имеются, вот здесь в телефоне, они имеются и у судов, и у всех заинтересованных лиц, эти справки, все это имеется. Никакому криминалу эти люди не принадлежат, по крайней мере, по моим данным. Даже, опять же, возвращаясь, что невероятно это приходится повторять, если они совершили преступление на территории Украины, то они просто обязаны нести ответственность на территории Украины, в юрисдикции Украины. Несмотря на это, их пытаются выдворить. А куда выдворять? Они, как формально или юридически, можно так сказать, на сегодняшний день являются гражданами России. Да, другого гражданства нам мир отказывает иметь, и фактически они являются гражданами России. И вот с таким бэкграундом, что они являются ворами в законе, там, криминальными авторитетами, их не примет ни одна страна, ну, кроме родной, как говорится, той, которой они принадлежат. Хотя незаконно, мы все, ну, большая часть чеченцев, незаконно являемся гражданами фашистской России. И ему остается только поехать в Украину, в Россию, или там оказаться только там, только в эту страну его могут принять. Или в противном случае он на нелегальном положении должен там находиться в Украине, не иметь счетов, не иметь никаких возможностей, не иметь там банковских карт, ничего, не зарегистрировать ни телефон на себя, ни машину, ничего, ну, под санкциями люди. И эти люди просто, будут потеряны. Давайте сейчас посмотрим этот суд, и я вам суд, вот этот репортаж, и я вам потом еще много что расскажу.
Позов проти президента України. Верховний суд України почав розгляд позову чеченця Асламбека Амагова про визнання протиправним та скасування указу президента України від 21 травня, яким РНБО запровадила санкції проти громадян Росії, яких вважають злодіями в законі. Якимось чином до цього списку потрапив і сам Асламбек. Його в суді не було. Інтереси представляв адвокат Іван Ангелін. Будет подготовительное судебное заседание. Наша цель – получить дополнительные документы, которых у нас нет на руках, чтобы я мог защищать своего доверителя. Мы услышим, если явится вторая сторона, мы услышим их позицию и определимся, какие дополнительные доказательства нужно предоставить суду. После этого будет уже непосредственно рассмотрение этих доказательств. Якщо Асламбека депортують до Російської Федерації, найвірогідніше він одразу потрапить до катівні. Если его депортируют с территории Украины, он не сможет нигде находиться, кроме как на территории Российской Федерации, гражданином которой он является. Вместе с тем, так как он находится в списках, которые называют списки воров в законе и криминальных авторитетов, на территории России его ждет привлечение к уголовной ответственности за принадлежность к этой иерархии. То есть человек, не являясь ни криминальным авторитетом, ни вором в законе, по решению органа государственной власти становится таковым, выдворяется на территорию его гражданства и будет помещен в места лишения свободы. Если я не ошибаюсь, там достаточно большие наказания, то есть от 8 до 15 лет только за наличие такого статуса у человека. До того ж, Асламбек був волонтером та допомагав українському війську на Східному фронті. Этот факт еще больше усугубит его положение, поскольку на территории Российской Федерации он будет преследоваться и внесудебно еще и за это. То есть действительно Асламбек помогал армии и продолжает помогать, помогает государственным органам, и во время пандемии раздавали маски и средства индивидуальной защиты. Конечно, у нас есть все опасения утверждать, что это станет также предметом преследования со стороны правоохранительных органов России. З боку відповідача, тобто президента України, була присутня адвокат Оксана Бойдаченко. Але коментувати справу та дати відповіді на наші питання вона категорично відмовилась. Захист клопотав про долучення до справи стенограми засідання РНБО, де було прийнято рішення про внесення Асламбека Амагова до цих санкційних списків. Адвокат вважає, що ці документи допоможуть зрозуміти, наскільки рішення Ради нацбезпеки було обґрунтованим. Суд задовольнив клопотання, а наступне засідання відбудеться 4 серпня. Нам потрібно бачити в цій стенограмі те, що стосується нас. Хто конкретно, яка пряма мова, що пропонував, які запитання задавались. Нас не цікавлять ті обставини, які стосуються інших осіб. Тобто, безпосередньо, щодо Амагова, чи було взагалі обговорення. Ми вважаємо, що такого обговорення не було. Ми вважаємо, що рішення приймалось за списками. І жодних підстав стверджувати, що це рішення є законне, обґрунтоване і обмірковане, немає. Тому саме ця стенограма і буде одним із основних доказів того, що питання, по суті, стосовно Амагова Асламбека не вирішувалося. Зараз Асламбек не може пересуватися країною, заблоковано його банківські картки та рахунки. Але головне – це ймовірність арешту та депортування до Росії. Перше і головне обмеження – він має залишити територію України. Тобто у будь-якому випадку, якщо він буде затриманий будь-яким працівником правоохоронного органу, його мають видворити за межі України. На цьому тлі навіть економічні обмеження, там блокування карток, хоча і це і теж є дуже істотною обставиною і обтяжливою обставиною, виглядає не так жахливо, як те, що людина буде відірвана від сім'ї і видворена за межі нашої країни. У травні президент України анонсував війну зі злодіями в законі. Це питання розглядали на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Ми продовжуємо щоденну роботу, активний захист нашої держави і відновлення справедливості. А різні ніхто і ніщо,
які роками завдавали країні великих збитків і болючих ударів, отримують у відповідь великі неприємності і болючі санкції. З нашого діла почнуть. Але якимось чином до санкційних списків разом зі злодіями та бандитами потрапили бізнесмени, ветерани російсько-української війни з добровольчого батальйону імені Шейха Мансура та волонтери. Всі вони здебільшого вихідці з Північного Кавказу. Сейтомер Сейтомеров, Zaman, ATR. Fast bei jedem Einkauf bares Geld. Так, вот такая вот ситуация складывается. Сейчас перейду к вашим комментариям. И потом можно будет дальше продолжить наше общение. Так, Чингой Йося, ассаламу алейкум, салам. Машу Джал. Так, я перемотаю. Так. Так, Исаак Шмулевич, Асан, давай наши темы свободы. Это и есть, Исаак Шмулевич, тема свободы. Может, она тебе не интересна, но это решается судьба людей, которые, в отличие от многих, делом и всей своей жизнью доказывают, что они за дело свободы. Или тема свободы, как ты пишешь. Поэтому мы должны об этих людях намного больше делать, даже том, что мы сейчас делаем, да, говорить о них. Но в силу разных обстоятельств не получается. Так, давайте тогда я вам расскажу про другого чеченца. Этот чеченец является... Его зовут Апти Тадаев. Это тренер, который также является в этом списке. Хочу вам сейчас показать его, чтобы... Одну минутку. Ну, по какой-то причине. Ладно, пойдет так. Этнические санкции Зеленского поставили Украину на уровень, который не достигла даже Россия, пишет khpg.org, Харьковская правозащитная группа. Включение людей, которые защищали Украину на Донбассе, может быть самым шокирующим аспектом пресловутого санкционного списка, подписанного президентом Владимиром Зеленским в мае 2021 года. Но есть и другие невинные жертвы беззаконного и этнически профилированного пиар-трюка. В список также вошли несколько уважаемых членов чеченской общины Украины, в том числе Апти Тадаев, спортивный тренер, ученики которого стали обладателями нескольких международных чемпионатов. Они и многие другие внезапно оказались публично оклеветаны и пригрозили экономическим разорением и депортацией. Зеленскому следовало бы принять во внимание суровую оценку, данную Николаем Полозовым, российским юристом, который защищал многих украинских политзаключенных в оккупированном Крыму и России. Полозов предполагает, что даже в России вы не найдете опасной замены судебной системы административными методами, происходящие сейчас в Украине. По его словам, здесь создается правовая пустота. Царство беззакония, где лицо посредством административной процедуры фактически лишено всякой возможности подать возражение. Введенные санкции означают, что активы лица замораживаются, блокируя обычные средства правовой защиты. К
тому же, конечно, такие санкции можно обжаловать только в Верховном суде. Это говорит о том... Сейчас, одну минутку. Это говорит о том, что даже в России нет. Сейчас обсуждается в данном случае, обсуждается правовая сторона вопроса, что по решению административному, да, по решению там, президента или по решению там, какого-то органа, да, люди лишаются всех прав в одночасье. То же самое было в России. Сперва всех прав лишили чеченцев, потом уже всех прав лишили, уже почти уже лишили всех русских. И Украина идет этим же путем. Это если убрать отсюда политическую, моральную, этическую позицию вот в этом вопросе и оставить только если юридическую, то это незаконно в принципе. В принципе это незаконно в соответствии с международным правом и украинским законодательством. И в том числе такое не делает даже Россия. Это вопиющий факт. Вопиющий еще факт. Несомненно, бывают случаи, когда необходимы решительные действия для защиты безопасности Украины. Однако санкции Совета национальной безопасности и обороны не должны быть произвольными и не должны противоречить основным правам, закрепленным в Конституции Украины. Это, предупреждает Полозов, скользкая дорожка, когда применяются непрозрачные процедуры. Очень легко перейти от стадии, когда некоторые иностранцы, чеченцы или другие, внесены в список, к стадии, когда такие административные процедуры применяются к обычным гражданам. В определенный момент люди просыпаются и обнаруживают, что они больше не принадлежат к правовому обществу, где они могут рассчитывать на защиту своих конституционных прав, но оказываются один на один с полицейским беззаконием. Да, сегодня мы говорим о чеченцах, но если мы сейчас не обратим внимания и попытаемся вернуть ситуацию в сферу закона, то завтра или послезавтра мы будем говорить о гражданах Украины, а через неделю мы вообще не будем разговаривать. Как сообщалось ранее, существует ряд опасений по поводу все более частого использования Зеленским санкций Совета национальной безопасности и обороны СНБО, в том числе против граждан Украины. Комментарии Полозова и следующие за ним вызваны огромным списком людей, воевавших за Украину, которые Зеленский подписал 21 мая. Хотя есть некоторые материалы, например, против лидеров российских марионеточных республик Донбасса, которые являются полностью законными. Большинство вызывает недоумение, не в последнюю очередь из-за утверждения, что они против криминальных авторитетов и воров в законе. Это опасно расплывчатые термины. В отчете министра внутренних дел Арсена Авакова, обнародованном секретарем СНБО Александром Даниловым, не было предпринято никаких попыток объяснить, на каких основаниях они применялись 4 июня, через 20 дней после вступления в силу санкций. Публике сказали только, что в Украине было 34 криминальных авторитета, а теперь их нет. Из 111 человек, названных криминальными авторитетами и внесенных в санкционный список, 42, как сообщалось, 4 июня все еще находятся в Украине. И в настоящее время проводится процедура их высылки. 36 должны были покинуть сами. Еще 33 находились под следствием. Где 33 человека находились под следствием, не уточняется. Но, по крайней мере, в их случае, похоже, возбудили уголовное дело. В случае 42 человек, высылка которых, по словам Данилова, была неизбежной, нет никаких оснований предполагать, что они подверглись уголовному преследованию и нет возможности узнать, почему их называли криминальными авторитетами. Даже если предположить, что 11-12% из 674 физических или юридических лиц в списке подверглись санкциям с обоснованием, как предположил директор Евгений Захаров,
и что в их число не входит 34 криминальных авторитета Авакова и 66 криминальных авторитетов, которые либо покинули страну, либо им предъявлены уголовные обвинения, у нас все еще остается тревожное большое количество людей, чьи причины попали под украинские санкции необъяснимым фактом, необъяснимым образом. Трудно избежать вывода о том, что многие из них стали жертвами из-за своего этнического происхождения. 503 из 674 имен с Кавказа, 366 человек из Грузии, 48 из Азербайджана, 37 из Армении, 36 из Чечни, 15 из Дагестана и 1 из Абхазии. Александра Устинова, депутат от партии «Голос», предоставила тревожные подробности, чтобы объяснить тривиальные причины, помимо этнического происхождения, по которым некоторые люди могли оказаться под финансовыми санкциями и оказаться под угрозой депортации. Умхан Автаев попал в ДТП в Хмельницком и не заплатил штраф. Салман Сайнароева подозревали в нападении на ювелирный магазин. Подозреваемый, то есть до тех пор, пока не выяснилось, что полиция ошиблась, он теперь свидетель по делу и больше не является подозреваемым. Устинова упоминает гражданина Украины Михака Алексаняна, который оказался в списке. Вероятно, это связано с тем, что он армянин по этническому происхождению, поскольку ни его профессиональная лицензия адвоката, ни его выборная должность в качестве члена Васильковского городского совета не сочетается с существующим понятием криминальные авторитеты. Как минимум 7 человек из списка, 6 чеченцев и 1 дагестанец, воевали за Украину. Некоторые на это, и несмотря на заверение в том, что их имена будут удалены из списка, и в последние дни была предпринята попытка депортировать одного из мужчин. К счастью, депутату удалось дозвониться до Зеленского, и это удалось предотвратить. То же самое важно для всех этих добровольцев. Однако не только они никогда не должны были быть в списках, которые необходимо срочно пересмотреть. Данил Гончаров, глава общественной организации «Чеченская диаспора в Украине», он указывает, что санкционный список направлен против 6 членов правления НПО Асламбека Амагова, Вахи Исаева, Арби Каримова, Зелимхана Саитова, Муслима Шатова и Абти Тадаева. Эти и другие люди, никогда не имевшие проблем с законом и никогда не сталкивавшиеся даже с административным, не говоря уж об уголовном преследовании. В более позднем интервью Гончаров упоминает некоторых чеченцев, подвергшихся преследованию без видимой причины, в том числе 2 из вышеупомянутых членов Совета НПО Абти Тадаева, например, несколько раз становился чемпионом Украины по спортивной борьбе и тренировал 4 чемпионов мира для Украины. Он также ведет тренинги для силовых структур Украины и спортивные секции для чеченской диаспоры в Украине. Он находится в Украине с 2007 года и в 2014 году получил ПМЖ. Сам Гончаров имеет украинское гражданство, однако в списке значится его племянник Зелимхан Саитов. Последний имеет высшее образование, работает и имеет собственную квартиру. Вместе с женой, которая также попала в список, они воспитывают 4 детей. Все они родились в Украине. Когда Гончаров попытался выяснить, почему они стали мишенью, ему сказали, что Саитов подозревается в употреблении или распространении наркотиков. Это абсурдный предлог для набожного мусульманина, который лишен всякой правдоподобности, когда уголовное дело не возбуждено. К сожалению, Гончаров сообщает, что чеченцы в Украине в течение последнего года подверглись неоправданному давлению. На основании доносов, без суда и следствия, чеченцы признаются виновными и высылаются из страны. С горечью говорит он. Он упоминает 2 мужчин, успешных бизнесменов, давно обосновавшихся в Украине, которые узнали, что их постоянное место жительства было аннулировано, когда они пытались вернуться в Украину. Еще один человек, подвергшийся преследованию с ноября 2020 года, Ваха Исаев, 38-летний архитектор и бизнесмен, который более 15 лет живет в Украине со своей женой и их 3 детьми, которые являются гражданами Украины. Узнав, что его вид на жительство
был аннулирован, он обратился в суд и выиграл как апелляцию, так и апелляцию на это постановление властей. Именно после этого, возможно, в отместку за свой успех в суде, он внезапно попал уже в санкционный список. Гончаров заявляет, что когда они пытаются выяснить, как люди, никогда не вступавшие в конфликт с законом, могли оказаться в списке, им говорят, что о них есть информация. В сталинские времена НКВД мог прийти за вами по анонимному доносу. Здесь также нет способа узнать, что такое информация или ее источник. Чаще всего те, к кому они обращаются, относятся к так называемому департаменту стратегических расследований в полиции. Насколько известно Гончарову, это структура, которая работает с этническими бандами. Опять же, совершенно неясно, какую информацию они имели или получали, учитывая большое количество людей, у которых никогда не было никаких проблем с законом. Особенно неприятным аспектом всего этого является то, что накануне решения СНБО к людям, попавшим в список, приходили люди, которые говорили, что лишили места жительства, но предлагали договориться. Гончаров возмущен таким предложением. По его словам, они не хотят давать взятки. Есть суд защиты. Мы собираемся решать все вопросы. Они уже выиграли 5 судебных дел. Либо на первом этапе, либо в 3 судебных инстанциях. Еще около 15 ожидают рассмотрения. Ситуация действительно лишена какой-либо логики. Если бы людей в этих списках серьезно подозревали в совершении преступления, должны были быть какие-то доказательства этого или какого-то уголовного дела. Без судов эти популистские меры, очевидно, продиктованы предвзятым отношением к определенным этническим группам. Это чрезвычайно опасный путь для Украины. К большому сожалению, вот то, что мы видим, то, что происходит в Украине, это, как говорится, большая печаль. Но на этом дело не заканчивается. Дальше я хотел бы вам рассказать про Рамзана Читаева. Тоже еще один чеченец, который воевал за Украину. И вот Рамзана Читаева хотели выпроводить из Украины. Так, duashdu.com. Власти Украины снова применили репрессии против чеченцев, воевавших за их страну. Участник добровольческого украинского корпуса, воевавший на востоке страны против пророссийских сепаратистов и российских военных, уроженец Чечни Рамзан Читаев был арестован. Его намеревались депортировать РФ, однако правозащитники воспрепятствовали процессу. По словам украинского правозащитника Бориса Захарова, Читаев включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны, утвержденный указом президента Владимира Зеленского. Ранее был арестован и содержится в СИЗО под Киевом бывший участник чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Альви Гуцаев. Он имеет статус участника боевых действий против сепаратистов и российских наемников на юго-востоке Украины. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский утвердил введение санкций в отношении командира чеченского батальона имени шейха Мансура и нескольких бойцов подразделения. Санкции включают в себя запрет на инвестиции в Украине, на банковские операции, участие в приватизации госсобственности. Анвар Сулейманов, корреспондент журнала «Дождь». Также есть еще одно сообщение по поводу еще одного чеченца, ингуша, которого выдали в Молдову, и где он уже получил 7,5 лет. Руслан Акиев, которого не решились передать России, а передали страну, с которой он бежал, это была Молдова. И в Молдове он был задержан, разыскивался за участие в войне против русских оккупантов на территории Кавказа.
И он находился в Европе. В частности, он находился в Молдове. В Молдове он был задержан, его должны были экстрадировать. Он со своим товарищем, ему удалось, как говорят, удалось бежать из-под ареста. И он сбежал в Украину, воевал в Украине, защищал Украину. И единственное преступление, которое он совершил, это было то, что он, зная, что ему грозит или тюремный длительный срок, и невероятные пытки, или смерть, этот человек попытал счастье и сбежал в Украину. Уехал в Украину и вместо того, чтобы сидеть тихо, пошел на войну и начал воевать против русских оккупантов на территории Украины. Украина его задержала, выдала Молдове. Молдова ему дала 7,5 лет за то, что он оказал сопротивление сотруднику, который его охранял, чтобы передать России. Вот что происходит вот с нами. Вот что с нами происходит, что с нами делает, что с чеченцами делает Украина. Опять же, ситуация, конечно же, как бы она не выглядела ни хорошей, ни красивой, то, что я сейчас рассказываю. При всем при этом украинское общество, украинские патриоты поддерживают чеченцев. И Муслим Чеберлоевский сдерживает. Да? Люди хотят выйти на акции и потребовать от Зеленского убрать из списков незаконно внесенных людей. Если вы заметили, пока в режиме ожидания, сейчас какая-то проверка, особая проверка, там уже другие проверяют, законно или незаконно. Я считаю, что ждать не следует. Я считаю, что немедленно нужно организовывать митинги, бессрочную акцию, которая будет стоять до тех пор, пока из списка не уберут всех незаконно туда внесенных людей. 36 чеченцев там и около, сколько там, несколько сот грузин, 360, по-моему, в 10 раз больше грузин было туда внесено. Видимо, может, это какие-нибудь криминальные авторитеты, так как они молчат. И вот только те, кто считают себя невиновными, они начинают говорить, как мы заметили, да, другие не так много об этом говорят. Есть один из батальона Крым, который тоже внесли, не знаю, вычеркнули его еще или нет, но его тоже вносили. И я призываю консолидироваться вокруг этой проблемы и анонсировать митинг, как можно бессрочный митинг, который пройдет там в ближайшее время, а тем временем подать в европейские разные институты, в том числе Европейский суд по правам человека, заявление на незаконное решение, которое президент, как царь, позволяет себе, нарушая Конституцию, все законы Украины, нарушая этику, мораль, честь, совесть, что тут можно еще подобрать, вносит людей в список и так относится к этому. Администрация президента сказала, что это была не их вина, там, и так далее, там много каких разговоров идет. Разговоры разговорами, но при всем при этом нужны действия конкретные. Я разговоры не верю. Я видел российскую систему изнутри, прекрасно знаю, как она работает. Я знаю, что в Украине она ничем не лучше была до последнего времени. И словам верить, я считаю, вообще никак. Никаким словам генералов, офицеров там, и так далее. В России, по крайней мере, нельзя было. И вижу, что и сейчас в Украине вот этим людям, которые принимают такие незаконные антиукраинские решения, это тоже верить нельзя. Как можно быстрее нужно выводить людей, объединяться всем чеченцам из диаспоры, из батальона, из других, кто вы друг друга знаете, более-менее знаете, выявите заодно, если там будут какие-нибудь прорусские, какие-нибудь засланные люди,
Поэтому нужно объединяться, выводить людей на митинг и одновременно жаловаться во все международные инстанции, какие только возможно, вплоть до НАТО, в которое Украина пытается сейчас войти, наладить свои союзные какие-то отношения. Поэтому вот такая вот ситуация. Чечня не Россия пишет, что Асан, из-за нас никто не хочет иметь проблемы с Рашкой. Да так уже Украине-то вот в чем вопрос, терять-то нечего, вот в чем вся вообще загогулина, да, в чем весь секрет. Украина уже в состоянии войны, там агентура находится, это и есть задание России. Я не сомневаюсь, ни Асламбек Амагов, ни батальон шейха Мансура, ни другие там чеченцы, в основном, которые есть, они не являются никакими врагами Украины, наоборот, помощники, волонтеры. Асламбек Амагов, как вы слышали, в суде вот, от адвоката являлся волонтером, помогал украинской армии, помогал украинскому народу, масками, там, ну, много чего делалось, когда был вот этот пандемия, когда особенно началась. Об этом сейчас нам рассказывал адвокат. Поэтому, ну, большое сожаление, конечно, но так, конечно, мы оставить это не можем. И я думаю, это имеет большие последствия для Украины и для всей вот этой ситуации, которая складывается. Посмотрим, что будет. Давайте перейду к вашим вопросам, вашим комментариям. Так, Аслан, а не было бы лучше, если бы муслим не сдерживал их, а наоборот призвал бы все выйти и поддержать чеченцев? Мебиус 2000. Ну, наверное, было бы, наверное, муслиму там виднее, знаете, он ведет там общение, переговоры и принимает под разными обстоятельствами разные решения. Конечно же, я бы не стал бы ждать бы, да, ну, потому что нет смысла ждать там, что кто-то, там проверять нечего, вообще проверять нечего. Ой, извините, мы вас вычеркиваем, вот такой должен быть разговор. Как принимает президент решение, так же он и убирает. Нету здесь какой-то суперсложной схемы, которая мешает это. Принимается указ об исключении конкретно вот этих лиц из этого списка, потому что их внесли по ошибке, так как их там подставил Аваков, МВД или еще кто-то. Все остальное это забалтывание проблемы. Просто не знаю под каким причинам, может какая-то подготовка ведется, и я уверен, она ведется. Мы в ближайшее время увидим, что все-таки Муслим Чеберлоевский, ну и другие люди, и это не тема чеченцев, да, это тема украинцев, это украинцы этим должны заниматься, вашу страну сливают. Мы как индикатор просто, да, чеченцы, которые там появились, как индикатор, когда началась война, да, с той стороны засылались кадыровцы под видом чеченцев, и говорили, нагнеталось это все. Теперь, когда настоящие чеченцы пришли, и тех чеченцев, чеченоговорящих, как ветром сдуло, и эти чеченцы показали, что вся вот эта спесь, все эти понты под видом чеченцев, что они на стороне Украины, вот эти настоящие чеченцы, которые сделали это имя чеченцам во всем мире, борцов за свободу, когда настоящие чеченцы оказались за Украину, то вот эти фейковые чеченцы, чеченоговорящие, они были неинтересны уже, и эта тема сошла на нет. Но пока эти чеченцы есть, один этот человек, или их там 36 этих людей, пока эти чеченцы есть, это такой индикатор. Я не утверждаю, что все там чисты, из этих 36 чеченцев, я этого не могу знать, но с этим легко разобраться, да, по крайней мере, я говорю за тех людей, за которых я считаю, что эти люди абсолютно не только не враги, наоборот, защитники, помощники Украины. И вот эта ситуация, ну, очень-очень неприглядном свете выглядит, очень неприглядном свете, и, к большому сожалению, мне кажется, не хочу, жаль это констатировать, но Украину сливают. И ну что поделаешь. Плохо, очень плохо.
И никто ничего не собирает. Уже устали украинцы, мне кажется, от этого бардака. Уже они не знают, кто за кого, чего ждать. Изменений не настает. А русские упорно долбят свою эту пропаганду, свою агентуру вербуют там и так далее. И запугивают, покупают и так далее. Дискредитируют и в конце концов добиваются того, что их агентура берет верх. Очень жаль. Очень жаль. Так. Я, продолжая эту тему, хотел бы показать видео убийства в Кабардино-Балкарии 5 человек, которых обвинили, что они хотели взрывать мечети, умышлявшие взрывы в мечетях, которые оказались местными жителями. К большому сожалению, 5 молодых людей, которых ФСБ 3 июля объявила в Кабардино-Балкарии, объявила контртеррористическую операцию и ликвидировала, убила 2 группы, как они говорят, ИГИЛ из 5 человек, умышлявших взрывы в мечети. Кем же были эти люди, жестоко убитые и обвиненные в терроризме? К большому сожалению, были убиты Анзор Баразов, 85 года рождения, был похищен после ночного намаза в мечети в пригороде Нальчика Кинджи. Он единственный кормилец глухонемой матери Жамилят Баразовой, 54 года рождения. Женат, занимался строительством. Подбросили к дому товарища и поехали в мечеть. В 3:30 утра 2 июля его телефон уже был выключен. По окончанию кто его жену пригласили на опознание. Все это время во всех отделениях спецслужб ей говорили, что такого человека у них нет. На теле Анзора жена не обнаружила следов пулевых ранений, но увидела следы истязаний и пыток. Ее муж был просто забит насмерть. Тамаз 1 июля также неожиданно исчез находившийся на работе Тамаз Чихрадзе. Ему исполнилось бы 43 года. Он был женат, работал строителем, клал плитку. По словам знавших его людей, был добрейшей души человек. Похищен, запытан до неузнаваемости. По всему телу Тамаза выжжены треугольным железом отметины. Ноги посинели от пыток током. 2 июля рано утром, то есть за день, 3-го их уже казнили, а 2 июля рано утром неопознанная машина увезла в неизвестном направлении Хасанби Хапсергенова, 84 года рождения, который отсидел 13,5 лет после дела 58 о захвате Нальчика в 2005 году. Помните эту операцию, когда кавказские партизаны захватили город Нальчик. 21-летний Хасанби Хапсургенов 13 октября 2005 года, в день мятежа, находился на учебе в Пятигорске. Этому есть свидетель, не говоря уже об официальной бумаге из института. Эти бумаги и свидетельства по делу 58 проигнорировали. Точно так же, как он суд по делу 58 проигнорировал. Дело 58 это то дело, когда после нападения кавказских партизан на город Нальчик были задержаны уже после всей этой операции, были задержаны невинные, некоторые абсолютно невинные люди, которые отсидели, как вот мы видим, Хасанби Хапсургенов, который отсидел 13,5 лет за это дело. И после того, как он вышел, он потом был казнен.
Не говоря уже об официальных бумагах из института. Эти бумаги и свидетельства суд по делу 58 проигнорировал, точно так же, как он проигнорировал свидетельство неучастия в мятеже Расула Кудаева, который получил пожизненное заключение. Хасанби пытали, как и всех по делу 58. Он выдержал эти пытки и никого не оговорил, включая себя, о чем можно судить из его речи в суде. Он отсидел ни за что 13,5 лет на зоне Красноярского края. Его снова зверски пытали, держали в карцере, избивали, лишали денежных переводов, передач. Он выжил, вышел на волю в 2019 году в возрасте 35 лет вместе с еще 20 участниками процесса 58 подал заявление в ЕСПЧ. То есть за то, что его незаконно продержали 13 лет, он подал в Европейский суд по правам человека иск. На момент убийства его жалоба шла в ускоренном режиме рассмотрения. Аскер, Мендехов Аскер, 95 года рождения. 1 июля около 18 часов его вызвали из дома в Нальчике. Люди видели, как сотрудники его скручивали и затаскивали в машину. Дело происходило возле церкви. Его телефон работал до 10 утра 2 июля. На звонки он уже не отвечал. После 10 утра телефон выключили. После окончания КТО жену пригласили на опознание. Лицо ее мужа было изувечено так, что узнать его она смогла лишь по телу. Синяя распухшая голова, сломанная челюсть, 2 пули в живот и в лоб. Аскер был строителем. Остались мать, брат-инвалид, жена и 6 детей. Младшей дочери 4 месяца. Хасан, 5-м убитым, является местный житель Хасан Шагенов, отец 3 детей. Кабардино-Балкария с 1999 года превратилась в особую территорию. В советское время ислам зачистили как мало где. К концу советской власти ни мечети, ни традиционного ислама не было. Однако при этом молодежь пошла в ислам. К началу Второй Чеченской войны глава местного ОВД Хачим Шаген и его ведомство придумала для них особый термин «молящиеся». И вот такое дело. Сейчас я вам покажу видео с места убийства, казни этих людей. Мы все прекрасно знаем. Мы знаем, что они задерживают людей, потом казнят. Во временно оккупированном Джахаре так одновременно были во 2-м полку имени Ахмада Кадырова казнены одновременно 13 человек. По другим данным, по данным Новой газеты, 27 человек было казнено за этот период времени в 2017 году. И за этот же период, в начале январь, февраль, март 2017 год, было казнено около 100 человек задержанных. Их представляли по-разному, их казнили, некоторых просто казнили, и тела уничтожались. Вот что сейчас произошло в Нальчике 3 июля. Так отчиталось ФСБ. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление в рамках ведения режима контртеррористической операции совместно с подразделениями Министерства внутренних дел РФ и ФСБ и Федеральной службы войск Национальной гвардии. Преступники были нейтрализованы. Позже правозащитники заявили, что все 5 были похищены неизвестными за 1-2 дня до смерти. На телах застреленных обнаружили следы пыток. Родственники Хасанбея Хепсергенова рассказали, что его увезли рано утром 2 июля. Во время омовения мы обнаружили на теле брата ссадины и ожоги, похожие на следы пыток электрическим током, перелом шейного отдела позвоночника, гематомы на левой половине лица и в области левого уха. В области груди с левой и правой нижней конечности имелись следы пулевых отверстий. Контртеррористическая операция
убийством 5 человек вызвало резонанс на всем Северном Кавказе и в мусульманском сообществе России. Правозащитники говорят о возможной инсценировке. Подробности этой версии сложно поверить, потому что многочисленные свидетельства есть у людей о времени и датах задержания пропавших. То есть кого-то 1 числа забрали, кого-то похитили, кого-то увели, кого-то 2 числа, а 3 их всех в одном месте находят уже убитыми. И по свидетельствам людей, которые ходили на опознание, общались с родственниками, говорят, что телесные повреждения не характерны для пулевых ранений. Исходя из вот этих многочисленных свидетельств, можно поставить под сомнение версию о реальности этой спецоперации, учитывая, что подобные инсценировки на Кавказе довольно часто случались и случаются. Ну, муфтият Кабардино-Балкарии для нас не авторитет, поэтому то, что он тоже призвал проверить, провести тщательное расследование, нам опять же ни о чем не говорит. Вот в эту страну, вот в такую страну, где убиваются люди, обвиняются в терроризме, задерживаются за 2-3 дня до этого, пытаются, а потом их казнят. Вот в эту страну Украина выдает. Ту самую страну, которая пытает ее же граждан, ее убивает граждан. Вот она туда выдает. Это невероятно, но, к сожалению, украинцам придется решить эту проблему, если они не хотят стать совкапитеками, ватниками и жить. И все, кто сейчас там выступал против против агрессии России, блогеры и другие, там Павел Воля, кто там еще, как его, Луганский, Гордон, ОМТВ, там Зеленский, как его, Зеленский уже ушел из шоу-бизнеса, Киселев, Шустер и другие, которые там имеются, они не говорят ни слова про эту проблему, чеченскую проблему, которая там возникла. И это большая проблема. Вы можете думать, ну, мы соберемся, уйдем, как говорится. Даже они уйдут. Да, вам же оставаться, вашу страну они уничтожают. Вы боролись 7 лет ради того, чтобы вот так нагло слили страну. Невероятно просто. Будем дальше наблюдать и обсуждать, и призывать людей как-то повлиять на это все. Так. Давайте перейдем к вашим комментариям. Жолговато, своем часу. Так, я хотел бы вам показать видео 2-летней давности. Я это видео говорил, и есть такой сумасшедший, можно его назвать сумасшедший. Я сейчас расскажу. Сейчас, одну минутку. Вот так вот. Вот, тогда представляю вам Евгения Федорова. Можно его назвать сумасшедшим, и хотя, скорее всего, он не сумасшедший, очень хитрый, очень такой продуманный чувак, очень хороший манипулятор, старый, матерый КГБшник и человек Путина, как он сам говорит. И вот у них такая идея, что нужно восстановить Советский Союз, вернуться к той старой системе Восток-Запад. И там они будут рассказывать нам, что вот есть 2 мира, да, русский мир и западный мир, все, другого остального нет.
И они говорят, что они в 91 году принимали эту конституцию, когда они потерпели поражение, потому что народ предал, и сейчас народу нужно восстановить свой суверенитет. И что вот все вот эти международные институты, в которые Россию впустили, и в которые она сейчас гадит как только может, что они туда вошли незаконно, нежелательно для них, и что это оккупация. И вот он возглавляет, он является, не возглавляет, он является координатором НОД, Национально-освободительного движения, которое, кстати, по этим же лекалам оккупированные народы внутри России могли бы воспользоваться, так как очень полезные, нужные тезисы есть у этого национально-освободительного движения. И вот они говорят, что мы не должны подчиняться международному сообществу, что мы должны изменить конституцию, президент должен оставаться пожизненно, ну и так далее, и так далее. Ну, короче, под монархию, под свою империю возвращаются обычно в свой хлев, вот этот свинарник свой возвращаются. Никакого человеческого им не нужно, и вот возвращаются. Но это другая история, просто чтобы было представление, что за типок перед вами сидит. Я вам о нем рассказал. Вот этот человек иногда говорит такие полезные вещи. И вот сейчас я хотел бы показать, что он говорит про Хасавюртовские соглашения. Хасавюртовские соглашения – это соглашение о прекращении огня. Договор о мире, который подписан между Ельциным и Масхадовым, это договор двух государств, договор о мире и принципах взаимоотношения, подписанный двумя президентами, международный документ, на который они не ссылаются, всегда его заменяют вот этим Хасавюртовским соглашением о прекращении огня. Давайте послушаем, о чем он говорит. Ну, когда он говорит Хасавюртовское соглашение, подставляйте под это договор о мире и принципах взаимоотношения между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией от 1997 года. Хасавюртовский договор был подписан в 1996. И потом на следующий год, когда Масхадов был приглашен на переговоры к Ельцину, они там подписали договор о мире. Давайте послушаем, что он говорит. Очень интересно. Полсушалин, а может и больше. Ну, грубо говоря, начнется процесс Хасавюртовских соглашений. Мы же подписали, Ельцин же подписал Хасавюртовские соглашения. По этим соглашениям через 3 года... Заметьте, Ельцин не подписывал Хасавюртовское соглашение. Хасавюртовское соглашение было подписано Лебедем и Масхадовым. Они называют договор о мире и принципах взаимоотношения, всегда называют Хасавюртовским соглашением, чтобы принизить договор между двумя государствами. Так как Лебедь представлял воюющую сторону, Масхадов представлял, как военный человек, представлял тоже военную часть. И они заключали просто мир. И Ельцина там вообще не было. И вот он сейчас говорит Хасавюртовские соглашения и Ельцин. Нет, речь идет о договоре от 1997 года о мире и принципах взаимоотношений между ЧРИ и РФ. После подписания в Чечне получили право на проведение референдума о выходе из состава Российской Федерации, я так напоминаю. Кстати, а вот эти соглашения, они же не отменены, они же так и есть. Нет, они о них забыли в связи с сильным Путиным. Но они есть, подписи не выработаны. Почему тогда в связи с сильным Путиным и вообще, в принципе, сейчас таким подъемом патриотизма не отменить вообще эти соглашения? Ну, такой интересный вопрос. Ну, как соглашение отменить нельзя? Это умное. Соглашение две стороны. Соглашение уже вписано в международное право. Ну, Рамзан Кадыров, он явно я думаю, что за Россию, Путин явно за Россию. Я думаю, что не хотят поднимать тему? Да, конечно. Потому что как там она обернется? Вон, посмотрите, что с ингушами, там они с чеченцами границу делили там несколько километров, и там чуть до драки не дошло. До военной, там же так. Да. Поэтому просто не хотят трогать темы. Отложили. Ну, грубо говоря, отложили до победы нода. Если нод победит, то тема улетит в принципе. Пока это не так, на живую нитку. А напомните, пожалуйста, а тогда чем закончилась вторая чеченская кампания? То есть у нее был какой-то там, не знаю, бумага, договор, или просто пропали террористы? Вот чем закончилось?
освободили территорию от иностранных интервентов. Это же была иностранная интервент, агент. Да, конечно. Ну, те же вот, Да, так, да, конечно, это сидит и поддакивает. Да, конечно, иностранные интервенты там были, конечно. Чеченцы не воевали. Все за нас приезжали, за нас воевали, а мы так ничего не делали. освободили Да, территорию Чечни, и как бы и все, и там избрали в соответствии с законодательством Российской Федерации как бы власти новые, не масхадовские власти и там кто там был, а вот новые власти. И вот эти новые власти там вот функционируют, все нормально. То есть получается, что Вы не первый... забывайте, что Масхадов-то, вообще-то говоря, подписывал соглашение на основе референдума. То есть, грубо говоря, если вы хотите все соблюсти, вам придется проводить референдум. А теперь представьте, что вам нужна не только воля Кадырова, но еще и референдум всего чеченского народа. Вам это надо сейчас? Вот так реально. Вот видите, чего они боятся? Они боятся честного референдума воли чеченского народа. Вот чего они боятся. И им это не надо. Он говорит, вам это надо? Не надо, конечно. Мнение чеченцев не нужно. Какой-то там бич в Москве, в Кремле будет сидеть и указывать, как чеченцам жить. Реально. Но если это сложный вопрос, то решать... Ну или эти два бича обсуждают вот мою судьбу, судьбу тысяч и миллионов чеченцев. Вот два бича сидят. Вот кто они такие? Ну как их после этого не привлекать к ответственности? Ну Федорова, по крайней мере. Просто подумайте, это сложный вопрос. Вот для любого Ну, человека. очевидно, сложно, конечно. Очень сложно. Да. То есть надо проблему решать не в Чечне, а проблему надо решать в Москве. То есть побеждать народ должен победить. Должны быть отменены все эти незаконные решения. И дальше на основе международного права, в том числе где-то пачкой и вот этих Хасавюртовских соглашений. То есть получается, что первая чеченская кампания закончилась Хасавюртом, а вторая чеченская кампания, ну как бы на бумаге ничем не закончилась. Просто мы убрали террористов, закончили там антитеррористическую операцию. Да. Так получается? Да, Что... закончили террористическую операцию, и Чечня опять попала под контроль законодательства и под правовое поле. Все, на этом закончилось. Да, чеченцы избрали новых руководителей вместо старых, которых они же избрали. Чеченцы те же остались. Русских-то вырезали, а чеченцы же те же остались. Вырезали. Масхадов же вырезал русских. И все. Оказывается, вот по Федорову все-таки не Дудаев вырезал, а все-таки это был Масхадов. Вот как манипулируют они. Но это не важно. Важно то, что они вот эту тему обсуждают. 2 года назад это было, они ее обсуждали. В 2019 году, в марте месяце это было. Я помню, я еще у себя делал эту вырезку, тоже включал у себя в ролике, где-то вставлял. Вот это его высказывание. Ну, то, что они сейчас понимают, что в любом случае, рано или поздно им придется возвращаться к этой теме, к которой бы они очень сильно не хотели возвращаться. Но им придется возвращаться, так как никуда им не деться от нас. Никуда. Единственное, что я призываю вообще с русскими не вести никаких переговоров, только коротко и ясно дать понять, что мы не собираемся с ними строить никаких отношений, ничего с ними, ни о чем мы договориться мы не сможем, с любой властью. Да, если новая власть придет, нормально будет, готовы подписать, что вот так и так мы являемся независимым государством, и мы не имеем, и Россия не имеет к нам никаких претензий, все, вот тогда вообще нет никаких вопросов. С ними мы готовы. А те, кто будут крутить, вертеть, давайте потом, сейчас мы там подпишем, решим, давайте нет, в это мы не играем. Мы в это играли, когда у нас была территория, когда нам нужно было народ сохранить, когда нужно было институты власти сохранить. Все это уничтожено, разрушено и забетонировано, как они считают. Поэтому ни о каких разговорах с фашистами мы не будем вести. Масхада вырезал, потому что подписывал именно он. Подписывал, да. Леди говорит, да. Абсолютно верно, да. Они подписывали договор с тем, который вырезал их русских. Вот такие они вот. Ну, короче, несут, что попало. Что хотят, то и несут, короче говоря. Вот такие вот. Вот такие вот. Чтобы знали. Так.
давайте перейдем к другим вопросам. Пишите ваши комментарии, друзья. И очень важный момент, который движется вот вся эта ситуация с кибератаками на Соединенные Штаты. На мой канал продолжается атака. За этот месяц у меня за этот период, там месяц, который последние 28 дней мне так YouTube показывает, в минус уже люди уходят, потому что идет постоянная отписка. Мне мои подписчики об этом говорят, меня отписали. Мне мои знакомые показывают свои телефоны, которых отписали. Мне звонят мои друзья, близкие люди, которые говорят, тоже их отписывают. Несмотря на то, что каждый день добавляются люди, определенное количество каждый день списывается. Атака на наш канал не прекращается. Еще несколько видео связаны с историей Ичкерии. Да? Мы не говорим про терроризм, ни про какой каратизм. Мы говорим только про историю, про факты, про юридическую сторону вопроса, про права человека. И несмотря на это, нас всячески запрещают. И мои видео, которые касаются именно истории Ичкерии, становления государства чеченского, по фактам, они все запрещаются на территории. Не только канал, но даже вот отдельные видео запрещаются. Еще 2 видео меня запретили. Или даже 3. Посмотрю после стрима и выложу их тоже, чтобы тоже, кто не смотрел еще, успел посмотреть, какие Роскомпозор, служба цензуры России, видит угрозы. И это угрозу с нашей стороны для своего этого фашистского режима имперского. Несмотря на это очень хорошо, что они обозначают. Например, я знаю, что им не нравится слово Ичкерия. Слово Ичкерия должно быть везде употребляться нами. Мы должны четко закрепиться, что мы ичкерийцы. Четко, да, везде. Они также боятся, кошмарный сон, что мы как-то подружимся с Америкой. И некоторые мне тут начинают паниковать, что вот там ты чуть ли не вышел из ислама там и так далее. Бедолаги, они так боятся, что нас Америка сделает 51-м штатом своим там и так далее. Ничего из этого, чтобы как бы они не боялись, как бы они не мешали, и ничего им из этого не поможет, ситуация будет меняться. Я не говорю, что нас американцы будут нашими союзниками, или там захотят нам помогать. Нет, это не обязательно. Если я говорю, что Америка нам должна помочь, это не значит, что Америка нам поможет. Это всего лишь только то, что я хочу. Поэтому я не представляю ни американскую, ни какую-либо другую службу. Я это неоднократно говорил и еще раз говорю. Никакую службу не представляю, специальную или не специальную, ни одной страны в мире. Поэтому, что там кто-то там подумает, что меня тут американцы посадили, или как российская военная разведка считает, что меня Ми-6 сюда посадила. Это тоже не соответствует действительности. Ни к Ми-6, ни к ЦРУ, ни к ФБР, там, ни к БНД или еще кому-то я не принадлежу. И вот эта ситуация, которая складывается, мы должны ее использовать и выявлять то, что им не нравится. Вот. Им не нравится история Ичкерии, говорим про историю Ичкерии. Им не нравится слово Ичкерия, говорим, не нравится Господи, благослови Америку, говорим это. И вот смотря, ориентируясь, они как такие наводчики нас, да, наводят на правильное, чтобы мы иногда не отключали, не отходили, не отклонялись от основной темы, которую они бы хотели, чтобы мы соблюдали. Ну вот, как-то так, короче говоря. Давайте дальше, друзья, продолжайте наносить информационный удар по этим фашистам.
Маждада Абушишани. Этому Федору вся психиатрия планеты не поможет. Ну, знаешь, Маждад, он не такой он и сумасшедший. Говорит он абсолютно сумасшедшие вещи, но он прекрасно сам понимает, что он говорит. Их задача выйти из-под управления международного права, так как за те преступления, которые они совершали, им нужно нести ответственность. Вот и они впаривают, что мы находимся под контролем Америки, там нами управляет Америка. Доля правды, вероятно, какая-то есть, наверное. Американцы, может, имеют самые лучшие, и англичане имеют там самые лучшие контракты по добыче нефти там, и так далее. Но англичане только могут в вечной мерзлоте добывать, да? У них только есть технологии добычи. Ну и плюс деньги, плюс очень серьезные компании. И я думаю, и Путин, и Ельцин, они там какие-то им хорошие контракты давали. Бесспорно, да, почему все это время они терпели эту Россию и позволяли ей то, что ей позволяли. И они просто хотят уйти от ответственности. Они давно уже, этот Федоров, еще до начала войны в Украине, против Украины говорил об этом. Я давно с ним еще с тех пор, до начала войны, слежу за этим Федором, какие вещи он говорил. И вот он вдалбливает информацию, что вот должны быть нодовцы, координация, но очень много полезного, как вести борьбу против оккупантов, они все-таки рассказывают. Они свою вот эту изоляцию из международного сообщества, они это хотят представить, как будто национально-освободительная борьба против оккупантов. На самом деле, это попытка, главная цель, это попытка сохранить вот наворованные вот эти все средства и уйти от ответственности тех массовых, тягчайших преступлений, которые они совершали. Это истинная цель того, что они делают. А они для людям объясняют, своему вот этому электорату, объясняют, что мы находимся в оккупации, мы должны освободиться, что мы не должны там ничего иметь американского, ничего не должны там никак. Потому что их за это спросят. Они знают, что спросят за те преступления, которые они совершали, совершают. И еще, пока их не остановят, будут совершать эти преступления. И они вот сейчас прикидываются. Короче говоря, они возвращаются вот в эту Северную Корею, в этот Советский Союз, убегают от цивилизации, спасаясь тем самым верхушка, которую неминуемо ждет суд. А те люди, которые живут на территории этой России, и они не получат технологии, они не получат медицины, они не получат образования, они отстанут, на много-много лет отстанут. Это их не смущает. Когда в 91 году совок развалился, и технологии на Западе, и много чего уже так далеко ушло, что Советы, которые не могли даже видеомагнитофон произвести, не могли, там, производили ворованное все. Этого недостаточно было, да, воровали, а еще же нужно это, чтобы как-то воспроизвести, да, технологии есть, украденные чертежи, их надо собрать, это должно быть производство, и этого производства не хватало. И если бы совок не распал, и они бы не открыли свои границы, и не дали бы возможности войти технологиям, деньгам, инновациям, мозгам Запада, то Россия давно бы уже еще хуже положение, чем Северная Корея находилась бы. Но вот эти 20-30 лет, которые они их приняли, пустили, они везде все забрали, айфоны и остальное, компьютеры, сейчас в России это как бы в порядке вещей, это, без этого никак. Но это все не их, это все их ненавистных врагов, которых они так сильно ненавидят. И если эти враги просто не будут продавать, все, они не смогут ничем остальным пользоваться, не смогут сами ничего производить. Будут китайским пользоваться, скорее всего, они на Китай будут сейчас направляться. Видимо, есть надежда, что Китай как-то жалится. Но
Сомневаюсь, что даже в таком случае Китай захочет как-то потакать, когда уже реально второй младший брат Россия будет уже полностью на привязи. Навряд ли Китай захочет церемониться с этими преступлениями, коррупцией и так далее. Часть за частью территория России будет отобрана. И Китай может стать реально самой большой страной не только численностью населения, но и по территории. Это может произойти. И вот они сейчас еще больше отстанут. Но опять же есть выход на Китай, который их, наверное, в этом плане они рассчитывают спасутся. Ну, вывод сейчас войск из Афганистана — это проблема для России, и для Китая будет это проблемой. Поэтому теперь уже американцы очень правильно поступили, и ситуация будет в корне меняться каждый божий день. Каждый божий день. Не в лучшую для России сторону. Чечня не Россия. Единственная неотъемлемая часть России — это тельняшка, балалайка и боярышник. Тельняшка — это голландская тема. Балалайка тоже это что-то. Боярышник, да, может быть. Щи, лапти. Щи и лапти. Так, давайте посмотрим. Так, ответь, как ты думаешь, про мост имени Кадырова в Боснии? Не знаю я. Есть такой мост? Может, да, об ущищании. Запад наш враг номер один. Из-за них мы не можем завести почтовых голубей. Да, пользоваться приходится этим проклятым WhatsApp. Нет, нормально. Голубей завели бы, пускали бы их записками, смс-ками. Балалайка японская, говорит. Да, я, знаете, понял, что в Германии береза — это чисто немецкое дерево. Вот эта самая русская береза — это чисто немецкое дерево. Тут на березах помешаны. Так. Чих-обчих. По-моему, ты должен быть заблокирован. Так. Друзья, на этом наш стрим тогда я подведу к концу. Будем следить дальше за новостями. Тоже пишите, распространяйте наши видео, комментируйте. Привлекайте как можно больше внимания к нашей проблеме. Все будет Ичкерия, да, Алмула. Все будет Ичкерия. Всего самого хорошего. Спокойной ночи. Адикюэль маш оэль. Ежели.